назад был заложен первый камень строительства будущей столицы. Сегодня Магас – один из наиболее развивающихся городов Северного Кавказа. Магас – город солнца, город грез и надежд, город будущего. В современной истории России Магас – это первый опыт по строительству столицы со времен Петра I, который в XVIII веке возвел Санкт-Петербург. 15 апреля 1994 года был подписан указ президента Российской Федерации о строительстве столицы Республики Ингушетия. После подписания указа стал вопрос о том, как назвать новый город. И 27 августа 1994 года на съезде народа Ингушетии было принято название новой столицы – Магас. Это название было предложено известным ингушским историком, краеведом Нурдином Кадзоевым. Имя исторического Магаса, переставшего существовать в XIII веке, вновь возродилось в наименовании ингушской столицы. До образования республики мы с друзьями осматривали эти места, видели вот эти памятники древности. И еще тогда, в конце 80-х годов, я для себя принял решение, что, возможно, вот здесь находился древний Магас, потому что вот близость Дарьяльского ущелья, по этой территории, когда мы прошлись, увидели много памятников, я для себя принял решение, что, возможно, здесь находился вот этот древний Магас. А когда уже объявили конкурс, тогда уже я и предложил назвать Магас, ты принял участие, и именно вот это название прошло. Как и любая столица, Магас имеет свои атрибуты – герб и флаг. Герб выполнен в виде французского щита. Поле щита красного цвета, как символ мужества и устремления к прогрессу. Флаг создан на основе символа герба, в верхней части которого расположено солнце, как символ мира и процветания города солнца – Магаса. В центре размещен золотой орел с распростертыми крыльями, как символ силы, власти. На груди орла золотой солярный знак, символ вечного движения. Флаг можно увидеть наряду с другими государственными символами по всему городу. В 2008 году был утвержден герб города, затем был утвержден флаг города Магас. В любом случае это атрибуты власти. То есть это те необходимые символы государственности, которые необходимы нам были. Они были разработаны, комиссионно рассмотрены и приняты, учитывая, что все-таки то могущество, которое представлял город Магас в древности, в принципе, мы пытаемся сквозь столетия все-таки возродить это могущество. И, мне кажется, наш герб все-таки в какой-то степени отражает могущество того Магаса и могущество сегодняшнего. Не случайно на флаге города изображен орел, символ рождения и возрождения Магаса, некогда одного из крупнейших городов древнего Северного Кавказа. Впервые о Магасе упоминает арабский автор X века в своем сочинении «Муруч аз-Захаб» «Золотые истоки». Магас известен по средневековым хроникам. Он упоминается в персидских, в арабских, в китайских хрониках с X века до XIII века, время падения Магаса. Но сирийский автор Захарий Риттер писал, что еще в VI веке писал, что в Илане имеется 5 городов, и, скорее всего, среди этих 5 городов должен присутствовать и Магас. Но в любом случае, первое упоминание о Магасе относится к X веку, 943 году. В этот год была написана книга арабского географа Аль-Мусади «Золотые истоки», в которой он упоминает 943 год как год нынешний, то есть тот год, когда он написал эту книгу. И в этой книге он говорит о том, что Алан имеет свою столицу Магас,
Ну и что это мощный, сильный народ и так далее. Вот оно дает, первое упоминание дается у Мусади. Древний Магас представляет собой крупный средневековый город с удобным стратегическим расположением. По контролируемым территориям Магаса проходил Великий Шелковый путь. Это помогало жителям города вести активную торговую деятельность. Именно благодаря этому он был одним из богатых городов Северного Кавказа. Стратегически важный участок на территории Алании – это территория, прилегающая к Дарьяльскому ущелью. А именно вот то место расположения, о котором мы говорим, где предположительно находился Магас на территории Ингушетии, он контролирует и дорогу на Дарьяльское ущелье, и дорогу на Асийское ущелье. Потом мы знаем, что в древности по этой территории проходил Великий Шелковый путь, и караваны подходили к Кавказу, то было несколько путей для того, чтобы перейти Кавказ, через Кавказ в Восточной Европе. Это Дербенский проход, Дарьяльский проход и некоторые другие ущелья. Все эти дороги контролировал Магас, поэтому он и стал таким мощным, сильным, богатым. Самой яркой и печальной страницей древнего города стало монголо-татарское нашествие в XIII веке. Спустя 3 месяца от былого города осталось лишь его имя. Из всех намеченных завоеваний Восточной Европы в монгольских и китайских хрониках упоминается Киев и Магас. После завоеваний среди войск хана Батыя ходили легенды о мужестве и стойкости защитников Магаса. Хан Батый начал завоевание Восточной Европы, и на Кавказ он прислал своего двоюродного брата хана Менгу. И Менгу в 1938 году начал поход на Северный Кавказ с запада на восток. И в конце 1938 года он приступил к осаде Магаса. По одним хроникам Магас оборонялся 1,5 месяца, по другим 3 месяца, по китайским хроникам. И в результате Магас был разрушен. Персидский хронист Жувейни пишет о том, что монголы оставили от Магаса только имя его. Был дан приказ царевичами, которые возглавляли этот поход, о том, чтобы отрезать правое ухо у каждого убитого защитника Магаса, и всего было сосчитано 270 тысяч ушей. Магас по праву можно сравнить с птицей Феникс. Богатый город, превращенный в пепел, спустя столетия вновь возрождается, открывая новую страницу в истории. Сегодня Магас представляет собой социальный, культурный, образовательный и административный центр молодой республики. Огромный позолоченный купол и здание в виде шахского дворца, резиденция президента. Рядом правительство республики и народное собрание. Сегодня практически этот город является административной столицей Ингушетии, при котором все органы власти, прежде всего, они расположены здесь. Основном объекты, которые сегодня, это объекты лично социального направления, это административные здания, это объекты культурного назначения и жилой фонд. Город, прежде всего, сейчас развивается. И всего, это, наверное, одна из немногих столиц регионов, при котором город строился на ровном месте. Магас не только административный, но и деловой центр Ингушетии. При въезде в Магас строится бизнес-отель «Магас». Гостиничный комплекс создан для проживания столичных и иностранных гостей, а также для проведения деловых форумов. В прошлом году создан и другой многофункциональный центр деловой организации «Артис Плаза». Здесь предусмотрены все условия для проведения деловых встреч. Конференц-залы, административно-офисные кабинеты, а также гостиничные номера. Артис Плаза стала настоящим украшением города. Магас изначально строился для исполнения столичных функций. По мере того, как будет
строится, вы знаете, что у нас Центробанк уже здесь, в принципе, у нас бизнес-инкубатор, вот напротив нас строится бизнес-отель. То есть есть такая задача, что, в принципе, в ближайшее время МАГАС будет не только вот чисто административным, но и деловым центром нашей республики. В принципе, для этого делается все, начиная от строительства и объектов, и, в принципе, созданием вот той необходимой инфраструктуры, которая бы существовала для развития бизнеса и, в принципе, вот, делового центра. За 20 лет на пустой территории возник город самобытной красоты. С каждым годом численность горожан растет. Если в начале 2000 года здесь проживало всего лишь 200 человек, то сегодня жителями столицы являются более 6000 жителей. Генеральный план застройки столицы предусматривает деление города на административные и жилые районы. Город разделен на 27 микрорайонов. Особый размах приобрело жилищное строительство, которое производится с учетом традиционного уклада. Многоэтажные жилые дома отличаются друг от друга своими архитектурными стилями, декоративными решениями и прекрасно вписываются в общую архитектуру в столице. За последнее время в МАГАСе было построено 86 многоквартирных домов. Но из этих 86 домов 33 дома было построено в 2003 году. Только за один год было построено 33 многоквартирных дома. Я уже не говорю про социальные объекты, я уже не говорю про административные здания. Известно, что башни являются одним из главных достояний ингушей. Башенные комплексы в горной местности республики – это уникальное историческое наследие. 100-метровая башня Согласия, строительство которой началось в апреле 2012 года, в 3 раза выше, чем башни в Джайрахе и Гекале. Она одна из самых высоких построек на Северном Кавказе. Башня только построена, а уже успела войти в историю. 28 января этап эстафеты главного символа Олимпиады завершился зажжением огня на башне Согласия. Настоящим украшением города стала 100-метровая башня Согласия, которая своей возвышенностью и величавостью передает дух предков ингушей. Ее по праву можно назвать визитной карточкой МАГАСа. Город Магас по праву можно назвать научным и образовательным центром республики. С 1993 года в Магасе функционирует научно-исследовательский институт имени видного ингушского ученого-просветителя Чаха Ахриева. Развитие науки в Ингушетии с 20-х годов 20 века лихорадило из-за многих политических событий в истории народа. Но сегодня создаются все условия для плодотворной научной деятельности ученых-просветителей. Большим подарком для научных деятелей стало создание нового благоустроенного здания научно-исследовательского института в Магасе. Мы очень рады этому событию. Это главное событие в истории и даже, может быть, в биографии наших ученых, потому что, наконец-то, мы будем работать в нормальных условиях. Каждый сотрудник будет иметь свой рабочий кабинет, как в других НИИ. Здесь есть возможность проводить свои конференции, круглые столы, принимать гостей из других регионов. Я думаю, что мы так же, как поработали 10 лет, также плодотворно поработаем и в ближайшем, в будущем. И в этом здании у нас не меньше трудов выйдет, я думаю. Передача научных знаний, умений и навыков подрастающему поколению – это одна из приоритетных задач научных деятелей. Число молодых людей, желающих получить высшее образование в республике, с каждым годом растет, что приводит к значительному расширению университетских корпусов. И в связи с этим в Магасе идет строительство нового учебного лабораторного корпуса, большой библиотеки и общежития для профессорско-преподавательского состава. Ингушский государственный университет в прошлом году, начал строительство 3 объектов в рамках федеральной целевой программы социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. Заказчиком является Министерство образования Российской Федерации.
2 объекта сдаточные в этом году, до конца года должны быть достроены. Это то, что вот за моей спиной общежитие профессорско-преподавательского состава. И дальше вы увидите библиотека, научная библиотека Ингушского государственного университета. Общежитие, 8 тысяч с лишним квадратных метров общей площадью. Здесь будет 88 квартир, и первый этаж будет для каких-то инфраструктурных офисов и так далее. И библиотека на 6 тысяч квадратных метров, там будет 500 тысяч томов, мощность библиотеки, тоже будет сдаваться в этом году. И в следующий год, объект переходящий, в следующем году будет сдаваться учебно-лабораторный корпус общей площадью 15 600 квадратных метров, где будут расположены гуманитарные факультеты, будет руководство университета. Первое учебное заведение в Магасе построено в 2001 году. Это был корпус филологического факультета. Одновременно открылась школа-гимназия «Маре». С увеличением потока жителей, которые переезжают в Магас, число школьников возросло. Строительство новых образовательных учреждений было неизбежно. Так, 2 года назад свои двери для детей открыл и лицей номер 1. Это молодое учебное заведение. Он был просто необходим для строящегося города, потому что одна гимназия, которая имела здесь, она уже не справлялась с тем потоком новых жителей, которые приезжают в Магас. И это был очень социально значимый объект, который просто необходим был республике. Надо поблагодарить руководство республики за то, что именно в это время, когда была острая нужда в посадочных местах, этот лицей открылся. Я думаю, что это учебное заведение уже состоялось, потому что у нас уже был первый выпуск. Все наши выпускники успешно сдали единый государственный экзамен и поступили в высшие учебные заведения. Наша столица – это первый город, который строится как столица в новой истории России. И это будет, конечно, очень красивый, современный, большой город. Я тоже являюсь жителем этого города. И я и моя семья, мы вносим посильную лепту в том, чтобы этот город состоялся. И я думаю, мои внуки продолжат это. Обычный ученик 6 класса учится наравне со всеми, любит решать задачи, танцевать и резвиться с ребятами во дворе. Ничего примечательного на первый взгляд, пока не спросишь, как его зовут. Меня зовут Магас. Меня называют в честь столицы Республики Ингушетия. Я в 6 классе, мне 12 лет, и я люблю танцевать. Очень активный, веселый, хороший мальчик. Сегодня у нас был субботник. У нас огромная территория, и мы высаживали деревья, кустарники, цветы. Магас привез нам очень много интересных деревьев, и вместе с нами сажал эти деревья. Магас не только административный, деловой, образовательный, но и духовный центр Ингушетии. Здесь строится Республиканский исламский центр, где будет духовное управление мусульман Ингушетии, Исламский университет. Но главным объектом станет соборная мечеть на 8 тысяч мест. Самая большая мечеть республики. В столице проживают многие политические, общественные и, конечно, творческие личности, которые развивают культуру Ингушетии, такие как Алаудин Исмурзиев, Тимур Дзейтов. Вернувшись 10 лет назад из Москвы в Ингушетию, Тимур поставил перед собой цель – приобщить молодежь к культуре и искусству музыки. А главное – развить творческий потенциал подрастающей молодежи. В 2005 году он основывает культурно-технический центр, где сегодня обучается 75 учеников по разным дисциплинам, в том числе класс фортепиано, хореографии и вокала. Сам Тимур ведет вокально-инструментальный класс и работает над созданием детского музыкального театра. Главной целью была, в общем, приобщить молодежь к культуре, к искусству. Вот. И
научить их максимально вот тому, чего я сегодня умею делать, это на разных музыкальных инструментах. В общем, здесь бурлит творчество. Мы, как говорим, храм искусства, всем здесь двери открыты, все приходят. В общем, все, что мы сегодня можем, мы делаем в первую очередь для населения, для молодых людей. И мне лично очень приятно, что они с большим удовольствием приходят и понимают, глядя друг на друга, видят, кто как растет, там уже на сцене у нас небольшая сценка там, вот, и они там учатся двигаться, все такое можно потом посмотреть. Вот это вот были главные задачи, вот, когда я сюда ехал, переехал из Москвы сюда. Магаз расположен в западной части Ингушетии, в 4 километрах от бывшей столицы Назрань. При въезде в Магаз проходит федеральная трасса «Кавказ». В ясную погоду взор жителей города и ее гостей приковывает захватывающая панорама горного хребта. У нас были соседи с Дагестана, с Народного собрания. И когда мы стояли на галерее в Народном собрании, он смотрит в сторону, в эту площадь, где у нас фонтаны. И прежде всего эти люди удивились тому, что кругом чистота. И вот мы должны сегодня беречь свой город так, чтобы те, которые сегодня приезжали бы, гости, которые посещали бы Магаз, удивлялись только одному. Тому, что у нас красиво, что у нас чисто, что мы умеем строить, мы что умеем беречь, то, что у нас есть. Мне бы хотелось пожелать всем нашим жителям города, столицы, чтобы они понимали, осознавали, что это столица, и берегли ее, берегли. Столица, как говорится, город можно отстроить такие дома современные, можно европейского значения, там, я не знаю, такого уровня. Главное, я считаю, может быть, не совсем в этом. Главное в том, главное в нашем отношении друг к другу. Это уровень не понятия города, какие дома у нас, вот, или здесь есть лифт, там нету. Это. Главное, чтобы были люди умные, люди, чтобы развивались. В центральной части города находятся административные здания. На севере города планируется создать промышленную зону, либо пекарни, молочные цеха, автотранспортные предприятия, которые призваны обеспечить жизнедеятельность города. А в южном направлении прибрежно-парковая зона, где предусмотрены места для досуга жителей города. О масштабах, в принципе, вот наших планов говорит то, что сегодня, допустим, буквально в прямом смысле сегодня на различных стадиях строительства находится 70 многоквартирных домов. Представьте себе, вроде бы город не такой большой у нас, но 70 многоквартирных домов сегодня одновременно строится. И плюс к ним строится где-то около 30, в принципе, объектов социальной инфраструктуры. Там, в принципе, и бизнес-отель, там и музыкальная школа, там и родильный дом, там и эндокринологический диспансер. То есть там вот вся та социальная инфраструктура, которая сегодня вот необходима для того, чтобы создать людям вот те комфортные условия, которые, в принципе, им необходимы. Магаз – это самобытный город с богатым прошлым, несмотря на свой юный возраст. Его по праву можно назвать консолидирующим центром всего ингушского народа. И задача каждого ингуша – беречь и охранять свою столицу, в чье воссоздание еще 20 лет назад мало кто верил. Сегодня этот город только начинает жить. Все-таки 20 лет было много, в принципе, трудностей, были какие-то победы, когда-то радовались, огорчались, но я хочу сказать, что мы сегодня сделали все для того, чтобы вот наши жители, в принципе, могли, то есть создать им для них те условия для работы и отдыха. И я вот хочу их, пользуясь случаем, поздравить, пожелать, чтобы в каждой семье был мир и благополучие, чтобы в каждой семье было понимание и семейное счастье.
и чтобы очаг всегда был теплым. Это праздник только одних жителей города Магаса, так как эта столица это является городом всех, кто проживает на территории Республики Ингушетия. Пожелать всем доброго здоровья, счастья, личного, семейного счастья. И чтобы жители нашей республики жили в такой же благоприятной, комфортной обстановке, в которой мы сегодня живем. От нас только требуется одно. Главное, чтобы мы сегодня работали, трудились и все делали ради того, чтобы сегодня развивалась наша республика и вместе с ней наша столица Магас. Городу я желаю прежде всего мира, чтобы никогда наш город не был омрачен какими-то нехорошими событиями. Желаю мира, добра, красоты всем жителям этого города и городу. Оправдывая свое название, Магас – город солнца, столица Ингушетии светла и гостеприимна. Сегодня Магас – это символ возрождающейся республики, это развитие вперед, в будущее, в тесной связи с исторической памятью и уникальной культурой народа.